1500 руководителей предприятий и организаций Коми повысили свою квалификацию по президентской программе подготовки управленческих кадров. 300 из них прошли российскую и зарубежную стажировку. Уникальная программа реализуется с 1998 года. Это составная часть кадровой политики республики и наиболее действенный инструмент в области повышения качества управления предприятиями. Алексей Корчма узнал, как стать участником президентской программы. Выпускники президентской программы – это стратегический управленческий резерв, актив, обладающий большим творческим и интеллектуальным потенциалом. Среди лучших заместителей глав администрации муниципальных образований, члены городских и районных советов, работники министерств и ведомств, руководители крупных компаний социально-экономического комплекса республики. Президентская программа – это уникальная возможность через обучение решить конкретные проблемы предприятия, разработать бизнес-планы, проекты по улучшению деятельности организаций. Это возможность наладить деловые контакты, социально-экономические контакты с ведущими предприятиями России и за рубежом. Участниками президентской программы на конкурсной основе могут стать руководители организаций любой формы собственности, учреждений, представители малого и среднего бизнеса Республики Коми в возрасте до 50 лет с высшим образованием и общим стажем работы не менее 5 лет, опытом управленческой деятельности более 2 лет. Кандидаты должны принимать участие в реализации проекта развития своей организации. Участник конкурсного отбора Андрей Жигалов представил конкурсной комиссии проект с рабочим названием «Амбар». Построение складских помещений в жилых комплексах и последующей передачи в аренду жильцам и юридическим лицам. Для того, чтобы они могли спокойно, не захламляя балконов и подъездов, хранить свои, например, сезонные вещи, какие-то покрышки зимние, лыжи, сноуборды там и так далее. Вот. А юридические лица, те, которые мы относим, например, к малому или микробизнесу, могли также использовать в рамках своих предприятий. Кому не нужны большие складские помещения, там небольшие, там дистрибьюторы, там косметики, кроссовок там и так далее. На базе Сыктывкарского государственного университета участники программы проходят уникальный курс обучения, стратегический менеджмент и управление инновационным развитием с использованием дискуссий, имитационных, ролевых игр и тренингов в сочетании с самостоятельной и командной работой. После обучения специалисты могут бесплатно пройти зарубежную стажировку, чтобы внедрить у себя лучшие практики. Так, например, сделала Инна Полькевич. Проект «Серебряные волонтеры» реализован в Сыктывдинском районе по опыту японских серебряных кадров. В 2018 году я прошла стажировку в Японии. Тоже очень много интересного для себя почерпнула. Посмотрела, как развиваются у них территории. Мы проходили там обучение, профессор Токийского университета. Очень много наработок, которые я уже вижу, в принципе, когда я приехала. Я на всех площадках это транслировала. И уже многие общественные организации взяли уже мой опыт в свою работу. Региональная конкурсная комиссия при управлении государственной гражданской службы администрации главы Республики Коми уже оценила соответствие кандидатов квалификационным требованиям, их мотивацию и личностные компетенции. Кейсы 20 претендентов далее направят в Минэкономразвития России, из которых будут выбраны 14 участников для обучения в этом и следующем году за счет федерального и республиканского софинансирования. По завершении обучения они получат дипломы о профессиональной переподготовке и шанс оказаться в стратегическом резерве управленцев Республики Коми. Алексей Корчма, Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрган.